Слово предоставляется представителю Министерства юстиции Кыргызской Республики Аманжоловой Кундус Бошкоевне. Уважаемые председательствующие и судьи Конституционного суда, позвольте озвучить позицию Министерства юстиции. Рассмотрев ходатайство Адылова, представляющее интересы Мамыр, Москаленко и Плохотина, представляющие интересы ОСУМа канцлер, сообщаем следующее. Реализация права на судебную защиту своих прав и свобод, также обеспечение восстановления нарушенных прав всеми доступными способами установлены основным законом Кыргызской Республики. Вместе с тем, законодатель предусмотрел также возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в кассационном порядке, в надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам. Так, согласно частям 1 и 2 статьи 276 Административного процессуального кодекса, определение судов первой апелляционной инстанции об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта и по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном главой 24 названного кодекса. Таким образом, в указанном кодексе предусматриваются механизмы обжалования в общем порядке определения судов первой апелляционной инстанции, в том числе пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам. Целью указанных процессуальных инструментов является проверка законности и обоснованности решений, вносимых судами, и тем самым обеспечение эффективной защиты прав и свобод граждан. По своему предназначению, содержанию, пересмотрев по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу, используемых в случаях, когда неприменимы или исчерпаны все другие средства процессуально-правовой защиты, признан гарантировать справедливость судебных актов как необходимое условие судебной защиты прав и свобод человека, а также поддержание баланса таких ценностей, как справедливость и стабильность судебных актов. Изучив ходатайство Адылова ЕС, представляющее интересы АО «Мамыр», ясно, что процедура обжалования промежуточного акта, то есть определение Сокольского областного суда 18 июля 2022 года, которому удовлетворено ходатайство о восстановлении пропущенного срока, а также принято решение о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам и направлен в первую инстанцию, исчерпано. При этом предоставление возможности применения вновь открывшихся обстоятельств к судебным актам, которым определено о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, на наш взгляд, необоснованно увеличит количество заявлений о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, давая возможность злоупотребления таким правом. Исходя из изложенного, следует полагать, что часть 2 статьи 267 Административного процессуального кодекса не противоречит части 4 статьи 23, частям 1 и 2 статьи 61 Конституции. Относительно неконституционности части 1 статьи 373, части 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса отмечаем, что, как выше отмечено, одним из основных правовых инструментов является институт пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание этого института выражается в переоценке фактических обстоятельств материально-правового отношения с позиции того, могут ли вновь открывшиеся обстоятельства повлиять на сделанные судом правовые выводы по ранее установленным в судебном заседании обстоятельствам. И как отмечено ранее, Конституционная палата 17 марта 2021 года по аналогичной норме АПК определила, что невозможность пересмотра промежуточных судебных актов, вступивших в законную силу, вынесенных не по существу дела по вновь открывшимся обстоятельствам, до принятия судом итогового решения, является ограничением конституционного права на судебную защиту, что в силу императивного требования норм Конституции Кыргызской Республики недопустимо ни при каких обстоятельствах. В связи с чем в целях единого правоприменения процессуальных норм при рассмотрении как административного, так и гражданского дела полагаем, что часть 1 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса не в полной мере соответствует части 4 статьи 23, частям 1, 2, 60 статьи 61 Конституции. Также, поскольку часть 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса взаимосвязана со статьей 373 обозначенного кодекса, Министерство юстиции придерживается той же позиции, что и по статье 373.